электронное образование, вы можете тогда их тоже сориентировать на этот семинар, который у нас идет сейчас и называется «Функциональные возможности государственной информационной системы электронное образование». Но, тем не менее, напомню, что государственная информационная система электронное образование состоит из нескольких модулей, практически, они взаимосвязаны, но, тем не менее, их можно тоже выделить. Это модуль Е-услуги, и этот модуль предназначен для записи в образовательную организацию. И мы все сейчас прошли этот период, когда родители подавали заявление в первый класс, и это осуществлялось либо через портал госуслуг, либо через портал ГИСЭО, либо родители подходили в школу, и школьные администраторы системы заносили их заявление тоже через ведомственную систему, заносили заявление уже в нашу систему ГИСЭО. Следующий модуль — это электронный дневник, электронный журнал, это то, с чем мы работаем. И еще один модуль, он как бы явно не выражен, это сетевая республика образования, то, что все наши образовательные организации включены в одну систему, республиканскую систему, и управление образования, и Министерство образования видят все отчеты в этой системе, и уже неоднократно говорилось о снижении отчетности и на учителя, и на образовательную организацию. То есть практически Министерство образования, управление образования может зайти в вашу образовательную организацию и увидеть журнал. Конечно, вышестоящие организации журналы не видят, но итоговые ведомости, итоговые отметки, состояние учебного процесса в образовательной организации, все это видно. Коллеги, кто подключился к нам, я просил оценить по трехбалльной шкале от 3 до 5 ваш уровень подготовки, готовности работы в государственной информационной системе электронное образование. И еще вверху вебинара несколько инструкций есть. Если вы зайдете в участники, мы уже очень часто проводим вебинары на платформе ProofMe. И в принципе все учителя уже должны как бы иметь учетную запись на этой платформе, иметь аватарочку. И если мы зайдем в участники, вы видите, аватарочка только у меня, больше ни у кого нет. И причем у многих, кто сейчас подключился к вебинару, стоят непонятно какие города. И Санкт-Петербург, и Великий Новгород, и, возможно, даже какие-то зарубежные города. Это потому, что система воспринимает вас именно так. Система воспринимает именно так. Для того, чтобы высвечивался правильно город и была видна ваша аватарка, вам надо зарегистрироваться на сайте proofme.com, заполнить там свой профиль и заходить в вебинар. Когда вы нажимаете кнопочку, ссылочку на вебинар, прежде чем зайти в вебинар, вверху есть кнопочка «Авторизоваться». Авторизоваться сначала, а потом уже заходить в вебинар. Тогда, возможно, вам не надо будет фамилию и имя заполнять в анкете, которую предлагает уже вебинар, будет вставлено автоматически. Не надо будет заполнять вам образовательную организацию, если такое появится. То есть часть анкеты от вебинара будет заполняться автоматически. Радик Хамитович, да, у меня вебинар. Я перезвоню, закончится. Вот таким вот образом. Коллеги, в заметках у меня тестовые базы и какие-то вещи, которые, возможно, я буду показывать, вы можете уже зайти, соответственно, в свою организацию. Учителя в тестовую школу номер 3, дошкольники в тестовое учреждение ДОУ номер 1 и доп. Образование в АДО номер 1, логин и пароль указаны. И какие-то вещи можно будет смотреть в этой системе. Значит, у нас сейчас присутствует уже на вебинаре более 45 человек. Значит, я сказал, что, в общем-то,
государственная информационная система состоит из нескольких модулей, но вот в модуле Е-услуги пока для нас важны два модуля. Это запись в дошкольную образовательную организацию. Сейчас это называется федеральная информационная, она интегрирована в федеральную информационную систему дошкольная образовательная организация, и очереди, которые формируются в муниципалитетах, они все у нас как раз интегрируются или выгружаются в эту федеральную систему. Она очень жестко контролируется федеральными органами и, в общем-то, ну, понятно почему, потому что есть послание президента, в котором сказано, что у нас не должно быть очередей в дошкольной образовательной организации. Вот это все контролируется. Электронный журнал, электронный дневник, то же самое, один из модулей. Значит, коллеги, несколько слов еще по информационным ресурсам, которые сопровождают информационную систему ГИСЭО. Во-первых, на сайте КРИРО. Либо вот в баннерах, вы видите сейчас на слайде, видно на слайде, в баннерах есть закладочка ГИСЭО, вход в информационную систему ГИСЭО, либо это в деятельности, в закладочке деятельность, меню деятельность, информатизация образования, там тоже есть ГИСЭО. Когда мы заходим на эту страничку, мы сразу на главной странице видим адреса для входа в систему ГИСЭО, 4 адреса, это в боевые версии. Если мы в заметках видим тестовые базы, то здесь это боевые адреса. И иногда у вас происходит, предположим, сейчас вы заходите, у вас ярлык на рабочем столе. Бывает, что ярлык сбился, и вы не можете зайти в систему. Вот рекомендую использовать тогда вот эту страничку для входа в систему. Значит, здесь 4 адреса, 2 входа. Вообще государственная информационная система электронное образование делится как бы на 2 части. Закрытая часть, где хранятся персональные данные, и открытая часть, куда входят ученики, родители, педагоги, заполняя свой электронный журнал. Закрытая часть, там, где хранятся ваши персональные данные, она доступна только с защищенных компьютеров специальными программами, и она доступна администраторам системы, которые назначаются приказом директора, приказом образовательной организации в школе. Итак, на сайте КРИРО вы можете параллельно открыть эту вкладочку и пробежаться по ней. Там, во-первых, есть наши контактные данные, там есть адреса электронной почты, на которые вы можете написать, если вы не можете дозвониться. Там 2 адреса. Это адрес наш. Мы осуществляем как бы КРИРО, cuit@kriro.ru. Мы осуществляем методическую поддержку, ну, как раз и проводим в рамках этого вебинара. И техническая поддержка – это Центр информационных технологий. На предыдущем слайде было видно, кто участники, организаторы работы этой системы. Там как раз был перечислен Центр информационных технологий, он оказывает техническую поддержку. Это, то есть, когда у вас какой-то сбой идет в системе, вы не можете зайти, вот тогда мы обращаемся к ним за помощью. Если же вы зашли и не знаете, как что-то делать, тогда обращаемся к нам в КРИРО за помощью. И адреса для входа. Первые 2 адреса. giseo.ercomi.ru. Это обычный адрес, по которому заходят все участники, учителя, дети, родители у нас должны входить в систему через портал госуслуг, а это значит, администратор образовательной организации должен помочь родителям, чтобы они подключились к этой системе через портал госуслуг. Для этого в личной карточке родителя должно быть введены хотя бы какие-то данные, например, дата рождения должна быть введена, либо СНИЛС, чтобы портал госуслуг увидел этого родителя в системе ГИСЭО, и эти 2 учетные записи соединились. Иногда идет разночтение. На портале госуслуг одно имя,
Ну, чаще всего это такие имена, как Наталья, Наталья, Геннадьевна, Геннадьевна. То есть вот может быть отчество не совпадать, что-то тогда, естественно, они не могут схлестнуться. И задача тогда ваша, администраторов, школьных администраторов, администраторов дошкольных образовательных организаций, помочь им в этом. И, может быть, там, когда мы заходим в личный кабинет, я покажу в личный кабинет, мы можем подключить, как бы, ну, административно подключить родителей к порталу госуслуг. Следующий адрес, там двоеточие 83, это вот адрес как раз для входа администраторов, защищенный канал, защищенный компьютер, где находятся персональные данные. Следующие два адреса, там это модуль Е-услуг, это запись в образовательную организацию, в частности в первый класс, дошкольникам. И тоже два адреса. Один – это публичная часть, где родители могут отследить поданное заявление, как оно движется там в очереди. И второе – это защищенная часть, тоже для администраторов системы. Ну и еще один адрес – это для профессиональных образовательных организаций. Они тоже входят в систему ГИСЭО, но у них немножко другая система. Пока я говорю, вы можете открыть сайт КРИРО, открыть эту страничку и посмотреть, повнимательнее посмотреть на эту страничку. Она у меня в презентации. Следующая закладочка – это документы. Вот у меня сейчас как бы красным выделено те документы, которые у нас сейчас на сегодняшний день действуют и как бы, ну, будем говорить, актуальны. То есть вот это действующие постановления правительства Республики Коми о государственной информационной системе, о вводе ее в промышленную эксплуатацию, хоть оно и от 2015 года, но там есть дополнение к этому постановлению. Вот, изменения вносились в него, то есть это актуальный документ. Дальше есть совместный приказ Минобра и Министерства массовых коммуникаций об утверждении правил ведения государственной информационной системы. Тоже это актуальный приказ, и на него мы ориентируемся. И также есть приказ об утверждении типового плана образовательной организации на календарный год. Типовой план находится немножко в другой вкладочке, в информационно-методических материалах, о которых я чуть позже скажу. Ну, по мероприятиям здесь можно пропустить эту вкладочку, хотя здесь можно сказать об дистанционном обучении, о дистанционном обучающем семинаре «Функциональные возможности государственной информационной системы электронное образование», который сейчас идет, на который вы можете записаться и пройти его. О нем чуть позже остановлюсь на нем. Сейчас пока пойдем дальше. Закладочки «Вебинары». Закладочки «Вебинары». Все записи вебинаров по данной системе, по работе в данной системе. Если вы обратите внимание, то там вебинары заканчиваются 2017 годом. После 2017 года мы все вебинары перенесли в закладочку «Вебинары» на сайте КРИРО, и они сейчас находятся, у нас там целый раздел. Заходите в «Вебинары» на сайте КРИРО, и там есть раздел ГИСЭО. И в разделе ГИСЭО все вебинары после 2017 года, которые мы проводили. Тоже можно посмотреть, сориентироваться. Вот как раз страничка информационно-методических материалов, и здесь есть типовой план работы по эксплуатации ведения ГИСЭО. И вордовский вариант, который вы можете скачать, и у кого еще не сделано, сделать этот план, утвердить директором школы, он должен быть утвержден. Поскольку он типовой, то он касается всех типов образовательных организаций. Это общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации. Вы оставляете только то, что касается вашей образовательной организации. Школы оставляют там, где ООО, профессиональная образовательная организация оставляет там, где ПОО, профессиональная образовательная организация. И утверждаете этот план в школе. План этот фактически циклограмма действий
Там все сроки прописаны, все даты, когда, что вы делаете. Например, для дошкольников они 30-31, крайний срок, 30-31 числа должны отчислить, выпустить своих выпускников, чтобы школа зачислила их в 1 класс. Точно так же там есть дата, когда мы закрываем старый учебный год и открываем новый учебный год, там, предположим, школы до 10 сентября. Потому что уже даже раньше, наверное, потому что как бы, пока вы не закроете старый учебный год, у вас не появятся журналы. У вас не появятся журналы, вы не сможете работать в журналах. Так, это эта страничка. Руководство пользователя, там все руководства пользователя, но это большие такие объемные файлы, порядка 100 с лишним страниц, поэтому вот в закладочке информационно-методические материалы, там есть шпаргалка для учителя. И, кстати сказать, методичка есть по работе в ГИСЭО. И шпаргалка для учителя, которую можно использовать. Это выборка из руководства пользователя. Самое основное, то, что касается вот учителей. Коллеги, кто к нам подключился, смотрите, мы вверху, если чат прокрутить, то я просил оценить свою подготовку по работе в ГИСЭО, ну, чтобы я сориентировался. То есть по 3-бальной шкале 3 новичок, 4 вот уже работаю, и 5 я все знаю. И могу вас научить работать в этой системе. Поэтому, если можно, поставьте. И еще, какую образовательную организацию вы представляете? Школа, дошкольники, доп. Образование, чтобы я тоже сориентировался. Спасибо. Так, а мы продолжим. Ну, повторение мать учения. Все, кто знает уже, но тем не менее. Так, значит, я хотел бы сейчас вернуться вот к вот этому дистанционному обучающему семинару. Если вы на сайте Криро зайдете, кликните, он сейчас идет. Коллеги, если вы администраторы системы, если у вас еще кто-то не прошел обучение на этом семинаре, то порекомендуйте своим учителям. У нас срок у него идет до 25-го, до завтрашнего дня. Ну, еще я как бы на следующей неделе можно будет выполнить. В чем заключается, давайте я сейчас, наверное, зайду на этот сайт все-таки. Так, попробую зайти я сейчас с этого. Сейчас я зайду на этот сайт и покажу вам его. С сайта Криро можно. Заодно проверю, как у нас работает демонстрация рабочего стола. Так, сейчас я включаю демонстрацию рабочего стола. Вот то, что говорил я на сайте Криро, мы сейчас находимся в видеозале. И здесь есть вот целая закладочка вебинаров по ГИСЭО. По всем вебинарам, которые мы проходили. А сейчас мы хотим записаться на курс. Это обучающий семинар. И называется он «Функциональные возможности ГИСЭО». Функциональные возможности ГИСЭО. Нажимаем кнопочку «Дистанционно», и он нас отправляет на сайт distankriro.ru. Вот он. Если вы уже зарегистрированы на этом сайте, то вам не надо проходить далее, вы просто нажимаете кнопочку «Вход» и вводите свои данные для входа на этот сайт. После того, когда вы вошли на этот сайт, можно перейти на главную страницу, и вот здесь у нас тоже есть категория курсов, обучающие семинары. И здесь у нас обучающий семинар как раз функциональные возможности ГИСЭО.
знакомство с функциональными возможностями ГИСО. Семинар разбит как бы на 3 части. Для школ, для доп. Образования и для дошкольных образовательных организаций. Как видите, это задание на Moodle, и здесь, в общем-то, прикреплено задание. Есть записи вебинаров, можно просмотреть записи вебинаров. Также прикреплена шпаргалка для учителя здесь. И когда мы заходим в каждый из этих разделов, есть подробная инструкция. Задание заключается в том, чтобы скачать вот эту дорожную карту. Сейчас я ее покажу. И заполнить ее. Ну, давайте скачаем тогда. В ней тоже подробная инструкция. Вот сейчас уже открыто у меня все. Так, давайте на весь экран. В дорожной карте тоже подробная инструкция. Вы ее должны заполнить, свое ФИО, свои данные заполнить. И после этого идут задания. Вот там, где задания, напротив каждого задания, вот, например, второе задание у нас, зайти, создать сотрудника, и здесь вы вставляете скриншот, какого сотрудника вы создали. Какого сотрудника вы создали, сюда вставляете. То есть вот сюда будет, вот это все удаляем, это примеры, и сюда вставляем свои ответы. Сюда вставляем свои ответы. То есть вы в виде скриншотов. Если сказано там, что какой-нибудь вставьте отчет, да, или там распишите что-то, тогда вы еще можете здесь что-то дописать. Вот такую дорожную карту вы заполняете, переименовываете свою фамилию и потом прикрепляете в качестве ответа. Вот здесь у вас будет ответить, вот добавить ответ на задание. Добавляете ответ на задание и прикрепляете свой ответ. Вот здесь ответ в виде файла. Прикрепляете сюда, его загружаете, и ответ отправляется у вас. Вот такой семинар у нас сейчас действует, 16-часовой. Вы вот можете на выходных, как бы поработав, работа идет на тестовых базах, адреса, которые там я указал, и адреса вот здесь все указаны тоже. Тестовые базы. На тестовых базах вы работаете и получает, ну, еще как бы вот, наверное, до вторника. До вторника я буду ждать. Порекомендуйте учителям пройти обучение и получить можно будет сертификат. Кстати, сертификат у вас сгенерируется тоже и после проведения сегодняшнего вебинара. После проведения сегодняшнего вебинара вы тоже можете зайти в личный кабинет на сайте Крирон, сертификат по сегодняшнему вебинару там тоже будет присутствовать. Так, двигаемся дальше. Ну вот сейчас я зашел на тестовую базу, на тестовую школу, тестовая школа номер 3, и мы видим, как устроена в данном случае наша система. Перед нами сейчас доска объявлений. Доска объявлений, на которой мы можем размещать всякие объявления. Коллеги, если вы зашли на тестовую базу вот с логином Учитель Т это такая рабочая учетная запись, рабочая учетная запись. Она имеет несколько ролей: администратор, зауч, учитель. Но когда вы под ней зайдете, пожалуйста, ничего с ней не меняйте пароль. Вот тут у меня даже на доске объявлений есть. То увольняют, то удаляют эту учетную запись. После этого никто войти не может, и как бы обучение у нас останавливается. Поэтому не увольняйте меня, я пишу, не изменяйте у меня пароль. Я работаю, рабочая учебная запись. То есть вы под ней зашли в закладочку управления, в меню управления закладочка «Сотрудники» и добавили себя, добавить, вот, заполняете вот эту учетную запись, ставьте себе права администратора, зауча, учителя, можете все права себе поставить. Вы можете свою фамилию, чтобы не забыть, что это вы, ввести, да. Вы можете
какую-то вымышленную фамилию ввести. Имя пользователя у нас, как правило, фамилия и первая буква имени, пароль, сохранили учетную запись и работаете под этой учетной записью. Теперь уже вам рабочая учетная запись наша не нужна будет. И вы спокойно делаете, выполняете задание. Тем более второе задание, там как раз создать свою учетную запись. И скриншот вот этого вот экранчика, когда вы сделаете свою учетную запись, скриншот этот вставляете в нашу табличку. Кстати сказать, значит, скриншот удобно делать вот с помощью такого инструмента ножницы, который есть сейчас в операционной системе Windows. Ну, скриншоты делать можно по-разному, можно и с помощью браузера. В браузере приложение есть, но если вы вот в поиске Windows нажмете ножницы, удобны чем? Значит, удобно тем, что мы раньше пользовались кнопкой Print Screen, тоже, да, и вставляли там в Word, Print Screen нажимали, вставляли в Word. Ножницы удобны тем, что можно сохранить рисунок, тут есть кнопочка «Сохранить». То есть вот вы делаете скриншот, правка «Копировать» и вставляете этот скриншот в нашу дорожную карту. Задание 2. Вот здесь вот это можно все удалить. И вставляете скриншот задание 2. Значит, ну там вставится большим, можно рисуночек уменьшить, можно не уменьшать, как хотите. Чтобы удобно было работать, можете уменьшить. Потом, если мне надо, я его раздвигаю, увеличиваю и смотрю тогда уже, какую фамилию, имя, отчество вы там ввели. Вот. То есть вот это одно из первых заданий. Второе задание уже записаться на предмет. Ну и, соответственно, сохраняете уже свою дорожную карту. Так, возвращаюсь я, немножко отвлекся, наверное. Вот каждый раз меня выкидывает. Почему? Потому что, смотрите, да, уже 3 пользователя, еще кто-то со мной параллельно пробует работать в тестовой системе под одной и той же учетной записью. Поэтому вот будет выкидывать иногда на эту страничку, где надо нажать кнопочку «Продолжить». Итак, мы видим, в какой школе мы видим, какой год справа, если посмотреть вверху, какой год, дату сегодняшнюю, сколько человек работает в системе, нашу учетную запись мы видим и кнопочка «Выход». То есть по окончанию работы лучше всего нажать кнопочку «Выход». Если вы закроете окно браузера по крестику, да, окошко браузера, то вы все равно еще некоторое время будете, ну, как настроена у вас система, как правило, это 15 минут, а в течение 15 минут вы будете оставаться в системе. В системе оставаться будете. Как правило, в настройках системы стоит по умолчанию 15 минут. Вот это время администратор системы может изменить. И вот то, что я говорил, если вы щелкнете по персональным настройкам пользователя, по персональным настройкам, то здесь вот нет на тестовой базе, а в боевой версии тут еще будет одна закладочка «Подключиться к порталу госуслуг». Это вот я к тому, как зарегистрировать или как подключить родителей, чтобы они заходили через портал госуслуг. То есть, если у них учетная запись не схлестнулась, вы ввели родителя, ввели его данные, например, дату рождения или СНИЛС, и у них они не увидели себя на портале госуслуг. Они должны подойти к вам, вы должны зайти в их учетную запись, поменять там пароль, зайти под паролем от ГИС-ЭО, зайти в персональные настройки и привязать уже, административно привязать их к порталу госуслуг. Еще такой момент. Если у вас есть братья и сестры, которые учатся в одной и той же школе, то в этом случае надо перепривязать родителей. Когда вы вводили данные на детей, то у каждого ребенка привязался к нему родитель. И если это брат и сестра, то привяжутся и к тому, и к другому ребенку одни и те же родители. И у вас как бы получится дубли родителей.
Что в этом случае надо сделать? Надо открепить от ребенка. Вот я сейчас опять же в закладочке управления, я зайду в родителей или в ребенка, без разницы, можно в ученика зайти. Можно зайти в учетную запись. Вот сейчас мы на тестовой базе, поэтому мы можем заходить в персональную карточку любого сотрудника. Вот. Так, это я зашел в ученики, да? Можем заходить без проблем. В боевой версии вы зайти без компьютера, без защищенного компьютера вы не можете. Поэтому сейчас вот на тестовой базе мы можем зайти в карточку любого ребенка, любого сотрудника и увидеть какие-то там персональные данные. Так, наверное, к этому ученику просто не привязаны родители, потому что там давайте тогда лучше через родителей зайдем. Может, не у всех, да, вот есть какие-то родители. Посмотрим, есть ли дубли. Не вижу я дублей. Ну, скорее всего, у нас в системе нет братьев и сестер. А так вы заходите в родителей. Странно, почему-то нет информации. Вот дети. Вот ребенок. То есть вы должны тогда зайти в ребенка и вот здесь вот отвязать родителей. Отвязать родителей сначала, удалить ненужные дубли и потом к одному ребенку присоединить маму, папу и к другому ребенку маму, папу. То есть убрать дубли родителей. Для чего это надо сделать? Настроить родителей вот так. Для того, чтобы родители могли видеть обоих детей, зайдя один раз в систему. То есть, когда они зайдут в систему, у них здесь будет возможность переключиться с одного ребенка на другого. Но это при условии, что дети учатся в одной школе. А портал госуслуг позволяет уже, если в разных школах, то портал госуслуг, зайдя через портал госуслуг, мы на портале госуслуг можем переключаться. Ребенок учится в одной школе, второй ребенок в другой школе, еще есть ребенок в детском саду, и, предположим, вы работаете в образовательной организации. У вас на портале госуслуг будет высвечиваться 4 учетные записи, между которыми вы сможете переключаться. Итак, еще раз мы посмотрели, что название образовательной организации. Справа все данные по работе в системе. Следующее – это меню управления, планирование, обучение, расписание. Поскольку сейчас я под учетной записью администратора, то все менюшки наполнены. Все наполнено. В управлении, если вы зайдете как учитель, у вас только будет все настройки не будут видны, только карточка образовательной организации. Карточка образовательной организации ее заполняет администратор и должна быть на сегодняшний день заполнена полностью. А если зайти в ребенка, то в карточка ребенка на сегодняшний день должна быть заполнена полностью. Все данные должны быть введены, в том числе и данные по детям-инвалидам, поскольку информация по детям-инвалидам выгружается в федеральную информационную систему, связанную с детьми-инвалидами. Она выгружается как раз из системы ГИСЭО. То есть здесь у вас тоже должно быть все заполнено. Аналогично карточка должна быть заполнена и по сотрудникам. Есть прецеденты, когда сотрудники не дают свои паспортные данные. Но здесь надо проводить, конечно, может быть, эти данные совсем и не нужны в системе, за исключением, может быть, кадровиков. Но, значит, все-таки это государственная информационная система. Ответственные лица, которые ее сопровождают, несут персональную ответственность за, если произойдет утечка персональных данных. Галиудина, у меня вебинар. Угу. Хорошо.
Извините, коллеги, ректор звонила. Так, значит, поэтому несут ответственность и как бы, ну, вопрос по персональным данным, да, есть проблема, но остальные данные как бы должны быть заполнены. Хотя, когда вы заполняете данные на сотрудников, здесь удобно ее использовать и отделу кадров в том числе, потому что в этой карточке сотрудника есть унифицированная форма Т2. Это та форма, которая заполняете вы вручную сейчас, когда устраиваетесь на работу. То есть можно ее, если у вас все данные в системе будут заполнены, то она автоматически будет заполниться у вас. И нажав кнопочку Ctrl-P, вы можете ее распечатать и вложить в личное дело. Значит, и обратите внимание, здесь несколько страниц. На 4-й странице там эта карточка ваша подписывается, подписывает работник кадровой службы ее, и она вставляется или вкладывается в личное дело. То есть тоже кадровикам удобно использовать вот именно данные из ГИСЭО, и не надо заполнять сейчас ее вручную, все можно взять отсюда. Значит, движение учащихся. В закладочке управления есть движение учащихся, и эту вкладочку мы используем при зачислении детей в школу, при отчислении, при переводе из класса в класс на следующий год. Если мы зайдем в сотрудников, мы видим просто кнопочка «Добавить». Без приказа, без ничего, хотя в личном карточке вы потом прописываете приказ о приеме на работу, номер приказа и так далее, но здесь на сотрудников значит, никаких приказов не издается. А вот при зачислении детей в школу и их отчислении создается обязательно приказ. Приказ должен соответствовать той книге приказов, которую вы ведете в образовательной организации. Более того, вы же все тоже создаете приказ и распечатываете его, и вставляете там свой бумажный вариант наверняка. То есть, особенно вот эти массовые приказы о переводе детей из класса в класс, о зачислении в первый класс, бывает много первых классов, и как бы детей много, 150, там 200 человек может быть в школе. Так вот, я бы рекомендовал вам здесь использовать тоже систему ГИСЭО, то есть забить сначала в приказ ГИСЭО, сделать этот приказ, и когда мы нажимаем кнопочку «На печать», этот приказ у нас высвечивается, возможно, он не соответствует тому шаблону, который у вас утвержден в школе, однако вы можете здесь в этом приказе скопировать его содержимое. Ну, сейчас вот здесь у меня в приказе 1 ученик, а вы можете скопировать, вот так взять, копировать и вставить в вордовский документ. 1 ученик, как бы это еще не сложно, а когда будет 100-200 учеников или 1000 с лишним, когда вы делаете приказ о переводе, то, наверное, вот лучше взять этот текст и вставить в Word и распечатать. Но если вас устраивает вот шапка, которая здесь представлена, или шаблон этого приказа, то вы можете прямо отсюда его распечатывать. Шаблон из ГИСЭО. Тоже как бы снижается нагрузка там, на делопроизводителя, на секретаря, которые эти приказы печатают там, вручную, предположим. Коллеги, если есть вопросы, напоминаю, можем задавать в закладочке «Вопросы». Она у вас вверху. Вот она, закладочка «Вопросы». Так, не получается зайти в тестовую школу. В какую школу вы заходите? Вот я сейчас зашел в тестовую школу, тестовая школа номер 3. Я в ней. Значит, если не получается дошкольное ВОДО, ну, я потом посмотрю после вебинара. Заходите в тестовую школу номер 3 пока. В принципе, больших различий между модулем школьным, дошкольной образовательной организацией и организацией дополнительного образования нет. Единственное, что когда мы заходим в обучение, то в школе это будут классы, в модуле дополнительного образования это будет объединение,
или группы, а у дошкольников это будет группы. Вот все отличие. Мы двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше по менюшечке. Планирование это в основном, значит, это в основном для заучей. Для заучей они создают предметы, и, в общем-то, учителям тоже эта закладочка не видна. Заучи создают предметы, вот эту настройку делают, учебный план создают, и для учителей важен будет только закладочка у нас планы уроков. Планы уроков – это календарно-тематическое планирование. Календарно-тематическое планирование каждый учитель должен загружать самостоятельно и быть хозяином этого календарно-тематического планирования. Вот в данном случае, значит, сейчас я вижу, что у меня план по алгебре, 7 класс, и два тут плана. Два плана есть, два календарно-тематических плана. Ну, скорее всего, разные учителя его загрузили, и это правильно. Потому что если вы, предположим, несколько учителей в 7 классе, и все работают по одному календарно-тематическому планированию, и им администратор загрузил это календарно-тематическое планирование, вот они по нему и работают. Но если вдруг кто-то из учителей заболел, или что, ну, заболел, да, потому что актированные дни тогда мы вместе как бы редактируем КТП, а если заболел, то его календарно-тематически его никто не заменяет. Придется календарное тематическое планирование редактировать, исправлять, да. Так вот, если у всех учителей оно будет одинаково, оно будет исправляться у всех, редактироваться у всех. То есть каждый учитель свое календарно-тематическое планирование загружает сам и выбирает при использовании в журнале, когда мы нажимаем кнопочку «Использовать в журнале», выбирает свое календарно-тематическое планирование. Если я нажму сейчас «Использовать в журнале», ну вот сейчас возможности выбрать нет, оба заняты. Оба заняты, поскольку еще у какого-то учителя может быть, ну все 7 классы, все варианты заняты в данном случае, используются оба календарно-тематическое планирование в каждых классах. Коллеги, кто там не мог войти, в какую тестовую школу? Елена, напишите, в какую тестовую школу вы не можете зайти. Итак, для закладочки планирования для педагогов будут только видны планы уроков. Предметы, это понятно, мы сюда в закладочку эту добавляем предметы. И потом внизу, когда мы выбираем какой-то из предметов, мы можем добавить и учителя. Добавляем учителя к предмету. Значит, одно из заданий, если кто пойдет на семинар, одно из заданий тоже добавить кого-то к предмету. Вебинар. Следующая закладочка, к которой мы перемещаемся, это обучение. Она тоже видна, вот, она только видна будет заучем, потому что заучи создают классы, которые потом высвечиваются в закладочке классы, назначают классных руководителей. Вот сейчас у меня на экране вы видите некоторые классы, в некоторых классах квадратики, которые можно удалить. Да? То есть я могу поставить галочку и удалить. И с крестиком. Те классы, где нет крестика, это значит, в этих классах нет детей. И, предположим, вы можете зайти в классы, посмотреть, где нет детей, использовать эти классы в своей работе, поменяв вот здесь классного руководителя. Классного руководителя берем и меняем. Так. Щелкаем по классному руководителю. Почему-то у нас нет возможности поменять классного руководителя. Вот.
можете поменять, поставить себя классным руководителем и добавить потом у него ребенка. Класс не высвечивается. Дальше идут предметы, которые в этом классе. Вот первый В-класс, и сюда как раз здесь высвечиваются те предметы, и та нагрузка, видите, пока только на первую четверть, видать, сделан календарь математический, вернее, учебный план. Учебный план это делают заучи, они делают да, вот, по четвертям, причем, если есть уже учебный план на первую четверть, то на вторую четверть его можно будет скопировать, вот, очистить, и, предположим, здесь появится кнопочка «Копировать». Учебный план заполняют заучи. А для педагогов в закладочке обучения будет видна коллекция ресурсов. И здесь вы можете увидеть некоторые интерактивные плакаты и какие-то наглядные пособия или еще по разным предметам. То есть здесь можно выбрать класс, выбрать предмет, и какие-то демо-версии тут есть. На самом деле в боевой версии есть еще и конструктор уроков от нового диска. И мы в прошлом году, вот где-то весной, проводили вебинары по работе с конструктором уроков, как можно сконструировать урок и использовать это вот как дидактические материалы, сконструировать урок, так же как и на платформе УЧИ, на платформе российской электронной школы. Здесь мы тоже можем сконструировать урок. В тестовой версии нет, а в боевой версии у вас здесь будет конструктор уроков. Расписание, я не буду особо останавливаться на расписании, это прерогатива заучей. И сейчас вот высвечивается составить расписание, время уроков, кабинет. А когда, если вы под учетной записью учителя, у вас только будет год, месяц, неделя, день. Составление расписания начинается с того, что вы создаете кабинеты сначала. Создаете время звонков на каждый день. Сейчас понедельник у нас, вторник. Когда будете создавать расписание звонков, его тоже можно копировать, применить ко всем дням недели. Единственное, потом с воскресенья надо его удалить. Вот здесь у меня на воскресенье не удалено, потому что в воскресенье, как правило, нет занятий. У кого нет занятий в субботу, тогда это может быть дошкольники удаляют и субботу, а остальные дни остаются. Ну и сам классный журнал. Ну вот у меня сейчас, давайте хотя бы не первый класс, а какой-нибудь постарше выберем. Так, и возьмем математику, например. Так. Наверное, нет детей у нас. Вот классный журнал уже появился, и мы можем его заполнять. Мы видим, что вот уже по 20 сентября все заполнено. Раз галочка стоит, значит и тема урока заполнена, и по каким-то уже стоят отметки. Ну, вот если я сейчас здесь щелкну по 22 числу, так, не хочет у меня. Может, потому что я не учитель, не дает мне доступа. Хотя тема уроков здесь уже заполнены на все. Я сейчас нажал кнопочку «Тема уроков». Я не сказал еще о следующей кнопочке. В закладке управления есть права доступа. И вот здесь то, что я говорил. Вот кнопка завершения сеанса. Эта кнопка доступна только администратору системы. И администратор по вашему положению о ведении электронного журнала настраивает, ну, давайте, ладно, 40 поставим. Настраивает все вот эти закладочки. В частности, завершение сеанса. То есть через 40 минут я поставил. По умолчанию там у вас стоит 15 минут.
может быть, с одной стороны, это неудобно учителю 15 минут, когда урок длится 40 минут, а с другой стороны, учитель может отвлечься, если 40 минут, там, его кто-то вызвал, и журнал в этом случае останется открытым. Дети могут получить доступ к журналу. Значит, и здесь вот как раз сейчас вы можете настраивать права для администратора, завуча, учителя, для всех пользователей. И, как правило, возможно, у администратора нет прав редактировать журнал. Его и не должно быть у администратора. Нет, не должно быть права редактировать журнал у завуча. То есть редактировать журнал может только учитель-предметник. Ну вот видите, сейчас и стоит у нас, просматривать, у завуча должно быть просматривать оценки посещаемости для всех классов, и все. А прерогатива уже учителя, учитель, вот ему надо настроить, ну у него и настроено для своего класса или предмета, редактировать для своего класса или предмета, просматривать итоговые отметки для своего класса или предмета. И просмотрите, проверьте, не должно быть, что для всех классов. У учителя вот это не должно быть. И в том числе запретить редактирование текущих оценок и посещаемость по прошествии 31 дня. То есть запретить редактировать журнал, если прошел определенный, 31 день это месяц. То есть вот уже как бы в начале октября мы не сможем исправлять оценки за начало сентября. Вот это важный момент, тоже как в положении у вас прописано, так должно быть в положении. Таким образом, вот права доступа настраиваются. Лучше, конечно, многое здесь не менять, по умолчанию все работает, но если какие-то вам нужны индивидуальные настройки, то это прерогатива администратора системы, и он настраивает эту систему вот в правах доступа. Сохраняем после настройки и продолжаем, идем дальше. Так, в классном журнале, когда мы выставим итоговые отметки, то они появятся в закладочке «Итоговые отметки». Значит, тема уроков. В темах уроков важен следующий момент. Ну вот сейчас у меня нет возможности как раз редактировать, потому что как раз я под учеткой администратора. По идее, значит, важный момент, на который обращают внимание проверяющие. Это виды деятельности. Вот у вас здесь вот, когда вы создаете тему урока, так, стоп, я зайду сейчас немножко по-другому. Давайте я посмотрю сейчас и зайду в журнал, где я являюсь учителем, по какому предмету. Там, скорее всего, я учителем по математике, наверное, или по информатике. Нет. Так, это было сейчас 7 класс, алгебра, да? Добавлю сейчас себя в алгебру в качестве учителя и покажу. Так, вот она, добавить. Учитель тестович, сохранить. Журнал. 7А. Здесь вот предметы. 7А. Алгебра. Поменял я себя на учителя в этом классе. Вот сейчас у меня доступна уже возможность редактирования и добавления заданий. Так вот, сейчас на уроке у вас согласно ВГОС должно быть несколько видов деятельности. То есть вот здесь вы добавляете задания и здесь выбираете. В боевой версии у нас гораздо больше видов, типов заданий. То есть это может быть что? Это может быть ответ на уроки. Это может быть
дальше там, предположим, самостоятельная работа какая-то, да, это может быть там объяснение нового материала, здесь сейчас этого нет, а в боевой версии это есть. Это может быть там работа с текстом. То есть у вас должно быть не менее 2-3 видов деятельности. Ну, конечно, если это не контрольная работа, либо там не изложение на весь урок. Неважно, будут ли у вас здесь потом стоять отметки за это задание, или не будет стоять ничего, но виды деятельности должны здесь вот у вас отобразиться. Виды деятельности должны отображены быть все, какие только вы используете на уроке. При распечатке журнала мы эти виды деятельности увидим. Если мы зайдем в отчеты, в отчетах есть отчет о распечатках классного журнала. Так, 7 класс алгебра, сформировать. На это как раз обращают внимание проверяющие, просматривая ваши журналы. Не должно быть там, что только у вас на уроке один вид деятельности. Вот, тип задания, видите, ответ на уроке, ответ на уроке, ответ на уроке. Так, вот это сейчас я уже ввел. Ответ на уроки, самостоятельная работа. Ну и еще, я сказал, от 2 до 4 видов деятельности у вас должно быть вот здесь высветиться. Темы могут быть разные, может быть даже тема. То есть вы, возможно, проверяли реферат по какой-то другой, то есть зачитывали, кто-то из учащихся сдавал реферат, вы можете здесь тему поменять. Ну, вот сейчас там я тему не поменял, это было видно в журнале, где вы можете, то есть, вот я сейчас на 20 число делал, да, тема задания я могу отредактировать, она может быть и какой-то другой. Не обязательно тема у задания совпадает с темой урока. Обращайте это внимание, что видов деятельности на уроке должно быть несколько. Так, теперь редактировать журнал мы можем не только нажимая на день, да, когда мы заходим, и как вы видите, тема урока подтягивается из календарно-тематического планирования сразу. Но, тем не менее, вы можете здесь и отредактировать, выбрать какую-то тему урока другую. Если, что недопустимо, но тем не менее, вы болели, у вас какие-то темы оказались там пропущены. Сейчас не допускается объединение тем, да, то есть, предположим, за один урок пройти 2 темы. То есть мы должны выполнить план по часам, календарно-тематическое соответствие с часовой нагрузкой. Но, тем не менее, сейчас в связи с пандемией надзорные органы разрешали и проходить там как-то блочно какие-то темы. В этом случае надо редактировать в закладочке планирования планы уроков. То есть вы редактируете календарно-тематическое планирование уже вот здесь. То есть вот урок 3 мы хотим отредактировать. Да? Нажимаем кнопку «Редактировать» и добавляем здесь еще вторую какую-то тему. Вторая тема, которую мы проходили на этом уроке. То есть не в журнале редактируем, а редактируем в КТП, а потом уже вставляем в журнал. И вот видите, я еще добавил вторая тема. И потом уже у нас, когда мы будем заполнять журнал, это будет редактироваться в журнале. Значит, я сейчас вернулся в чат, и тут такой вопрос, можно же воскресенье назначить выходным днем? Да, по умолчанию у вас воскресенье поставлено выходным днем, но все равно при создании расписания звонков в воскресенье, когда мы делаем, продублировать на все дни недели, воскресенье тоже заполняется, поэтому почистить надо будет вручную это время. Так, ну и сразу, в тестовой школе такой проблемы нет, но при выбытии участия при назначении целевой школы появляется несколько вариантов одной и той же школы с разными кавычками, пробелами. Коллеги, Вадим Жарук задает вопрос. Да, в боевой версии это может быть. Мы как бы боремся с этим, мы проверяем и убираем
нерабочую школу. Явно, что одна из этих школ не рабочая. Кто-то еще на заре, где-то на начале, когда была возможность редактирования, кто-то ее создал, и вот так она осталась. В этом случае скриншот делайте и отправляйте нам, мы будем разбираться. Ну, мне отправляйте скриншот этого дубля школы, и мы будем удалять. Мы удаляем такие школы. Поэтому вот таким образом, потому что вам трудно понять, какая же из них правильная. Если вы выберете неправильную, то правильная школа не увидит вашего ученика, поэтому здесь будет так. Так, двигаемся дальше по менюшечке. Ну, надеюсь, журнал... и режим быстрого редактирования есть. И еще обратите внимание на то есть мы можем прямо здесь исправить отметку, там, предположим, да. Таким образом можно редактировать, сохранить. И можно, вот на 20 число я создал несколько видов деятельности, и мы можем за каждый вид деятельности поставить отметочку, сохранить и вернуться в журнал, и мы видим, что в журнале несколько отметок стоит. То есть, предположим, если даже ученик отсутствовал на этом уроке, то есть будет N стоять, а потом сдал вам эту тему или выполнил задание, вы можете поставить ему еще отметку за выполненное задание, за пропущенный урок. Отчеты. Коллеги, отчетов очень много. Отчеты, конечно же, помогают и администрации, и учителю. То есть, предположим, вот есть такой отчет, как по каждому отчету, какой бы вы отчет ни взяли, и вообще, где бы вы ни находились, на какой странице ни находились, справа у вас есть кнопочка, знак вопроса, это справка. Вот я сейчас нахожусь на кнопке «Отчеты». Я открываю, но, к сожалению, здесь справка недоступна почему-то. В боевой версии будет все, она работает. И подробнейшая справка на русском языке, интерактивная справка, то есть с гиперссылками по тем или иным темам у вас будет открыться. Вот если я нахожусь в отчете, предположим, возьмем отчет «Контроль заполнения данных по учащимся», по которому вы как раз можете проверить, все ли у вас заполнено по учащимся. Вот здесь все галочки можете поставить, и этот отчет. Если я нажму знак вопроса, то у меня выйдет, вот сейчас в данном случае открылась справка, у меня открылась справка по этому отчету. Вся информация по этому отчету. Перейдя на какую-то другую, я могу в классный журнал перейти, то есть вот, пожалуйста, редактирование задания. Тоже справка подробная. Прежде чем, значит, если у вас что-то непонятно, прежде чем куда-то звонить, писать, вот посмотрите, почитайте внимательно в этом случае справочку. Вот с помощью этого отчета «Контроль заполнения данных по учащимся» мы можем посмотреть, все ли данные у нас заполнены. В данном случае он выводит только незаполненные. Ну вот, здесь как раз сейчас по детям, что у них не заполнено, какие поля не заполнены. Так, отчетов очень много, посмотрите. Важный отчет прохождения программы здесь есть. Отчет классного руководителя, предварительный отчет классного руководителя. Ну и, конечно же, вот отчет распечатка классного журнала. Значит, вот здесь, что важно, по окончании четверти, если вы поставите галочку «Учет проведенных уроков», то можно будет увидеть, сколько по плану было у учителя уроков и сколько фактически он провел. То есть там вот эти цифры будут видны, и они одновременно, они будут у вас отображаться в отчете. Так, отчет. Есть у нас отчет по прохождению программы. Так, посещаемости. Потерял я его. Вот. Сводный отчет по заполняемости электронных журналов. Так, сформировать по предметам, по учителям можно. И здесь вот мы видим цифры, то есть план и
количество пройденных уроков. То есть вот сейчас, если я справочку нажму, то я увижу, что означают вот эти цифры. Первое число – это общее количество уроков по расписанию. Второе число – количество заполненных тем уроков. И третье – количество заполненных домашних заданий. И, соответственно, красным, если менее 50%, оранжевым от 50 до 80%, и зеленый, если более 80%. То есть вот здесь мы видим как бы выполнение программы и заполнение журнала. Вот 20 по плану, 0 заполнено, и 3 у нас это количество заданий было задано. Аналогично это можно увидеть еще в отчете поведению или контроль за отчет поведения электронных журналов. Если здесь тоже поставить все вот эти галочки, то можно увидеть проценты выставления итоговых отметок и количество уроков в недельном расписании. То есть вот такой отчет мы видим. И видим, что процент выставленных годовых отметок 0. Ну, как бы там пока только первая четверть, поэтому ничего. Это мы увидим здесь какие-то данные по окончании какого-то периода. Первой четверти, второй четверти, по окончании. Это значит где-то 8-9 ноября. Аналогично в распечатке журнала мы тоже увидим по окончанию периода количество учет проведенных часов. Есть дополнительные отчеты, они практически все доступны только администраторам. Вот. Есть конструктор отчетов, то есть вы можете, кто уже разберется, можно сконструировать какие-то отчеты, которые вам нужны. И есть статистические отчеты, это форма ОО1, которую вы сейчас заполняете, и форма ОО2. Ну, тоже касается, наверное, администраторов и заучей. Обращаю внимание, что на некоторых страницах этого отчета есть кнопка авторасчет. Есть кнопка авторасчет. По идее, вот на этой кнопке должна быть по классам, распределение по классам. Может, потому что тестовая версия. По идее, вот здесь уже на 2.1.1.1.1 число всех классов. Нет, тут возможно, ну, 3. 2.1.1. Сведения. Тоже нет. Возможно, что администратору тоже недоступно редактирование этого отчета. Нет. Вот на 3.1 есть кнопочка авторасчет, где вы можете уже заполнить это сведения о персонале организации. Хотя по детям там тоже должны быть тоже авторасчет. То есть вот этот идет авторасчет, можно его сохранить. И он составляется, по-моему, на 20 число, на 20 сентября. И вот сейчас, прежде чем отправлять, там, предположим, этот отчет куда-то, да, по состоянию на 20 сентября, лучше всего заполнить его в GISEO, проверить, и отсюда же его можно распечатать или даже выгрузить в Excel. Так, в ресурсах есть каталог ссылок. Если педагог использует, предположим, интернет активно на уроке, то здесь можно, создав свой раздел, предположим, да, можно, кнопочка «Редактировать» справа, можно те ссылки, которые вы очень часто используете, ссылки на сайты, можно как раз вот забить и во время урока не думать, не вспоминать, зашли в ресурсы и каталог ссылок использовать. Личное портфолио педагога, ну, на ваше усмотрение. В некоторых школах это портфолио подстроили под портфолио по аттестации. К сожалению, здесь есть возможность только добавлять документы, которые можно скачивать, да, и добавлять ссылки на какие-то ресурсы. Поэтому в двух направлениях. Это прикреплять документы и указывать ссылки на какие-то ресурсы. Ну, то есть вот какие-то приказы у вас
появляются там по олимпиадам, где учитель принял или занял, дети учителя заняли призовые места. Отсканировать эти приказы и сразу сюда прикреплять можно, чтобы потом, когда подходит время аттестации, не бегать к завучам, не искать этот приказ, а уже у вас как бы будет копилка, ваше портфолио будет здесь накапливаться для аттестации, предположим. Можно даже разделы переименовать и сделать разделы, которые подходят под аттестацию. Личное портфолио проектов. Портфолио проектов. Если вы в школе работаете над каким-то проектом, предположим, эти проекты могут быть между классами, ну, совместный проект, общеклассный, да, или общешкольный какой-то проект, то тоже здесь можно его завести, открыть доступ всем участникам, или, возможно, кто-то даже между школами. Вот в Усть-Куломском районе, знаю, у них был совместные проекты были, но они, правда, делали для этого отдельный сайт. Но, тем не менее, то есть можно создавать портфолио проектов, но тоже здесь, правда, на уровне прикрепления документов и на уровне ссылок на какие-то ресурсы. Может быть, сайт проекта будет. Но, тем не менее, можно использовать тоже. Документы. Значит, есть несколько типов документов. Открывается по умолчанию предустановленные. И вот, ну, как бы, это документы, которые уже есть в системе и которые устанавливает разработчик. Ну, вот, к сожалению, видим, что обновление закона об образовании было в 2015 году только. То есть они как бы не особо здесь нам правят что-то, но тем не менее какие-то вещи мы можем использовать. Например, здесь мы можем использовать формы согласия на обработку персональных данных. То есть скачать отсюда и можно будет использовать, хотя они у вас уже все есть, все утверждены, но тем не менее. Здесь могут быть внутренние документы для образовательной организации. То есть вот, тоже есть разделы, годовой календарный график. То есть он будет виден только сотрудникам образовательной организации. И есть публичные документы, публичные документы, которые вы можете для управления образованием, например, для родителей. Предположим, у вас ребенок на индивидуальном обучении, вы можете здесь разместить график его, так сказать, график его обучения на индивидуальном обучении. Раздел аттестация здесь находится у нас пока только вот такое педагогическое портфолио, где мы указываем образование, профессиональное научное развитие, курсы повышения квалификации, результативность образовательной деятельности педагога, научно-методическая деятельность, если есть второе высшее образование и прикрепленные файлы. Вот мы просим, чтобы у вас здесь была заполнена информация, это может и сам педагог заполнить, вы только проверите. Образование и курсы повышения квалификации. Все остальное на усмотрение, на ваше усмотрение, тоже как портфолио можно его будет использовать. У разработчиков этой системы ЗАО РТ город Самара есть отдельный модуль по аттестации, где можно было бы подавать, через этот модуль можно было бы подавать заявление на аттестацию и прикреплять аттестационные материалы, ну то есть полноценный модуль аттестации педагогического работника. Как раз вот в тот модуль подтягиваются все данные с этой странички, но, к сожалению, достаточно дорогой модуль, и республика пока себе не может позволить этот модуль приобрести, где как раз все бизнес-процессы по аттестации педагогического работника осуществлены. Но сейчас, в ближайшее время уже будет реализована, сейчас идет просто настройка, подача заявления на аттестацию будет реализована в электронном виде через портал госуслуг. Через портал, то есть на портале госуслуг педагоги могут, будет у них возможность подать заявление, прикрепить аттестационные материалы и получить, потом после заседания аттестационной комиссии, получить результат аттестации в свой личный кабинет на портале госуслуг. То есть сейчас идут последние буквально настройки.
этого модуля, и, наверное, в начале октября или к концу октября точно появится уже возможность подавать заявление на аттестацию в электронном виде. Значит, так, ну вот в принципе все. Нет, еще вот у нас есть 4 кнопочки. О двух кнопочках я уже сказал. Это кнопка «Помощь», знак вопроса. Да? И находясь на какой-то странице, вот я нахожусь сейчас на странице педагогическое портфолио, я уже вижу как бы справку по этой странице. Открывается в всплывающем окне, поэтому обращайте, не блокирует ли у вас браузер всплывающие окна. Справка, всплывающее окно открывается, поэтому надо тогда будет в настройках браузера выключить. Там бывает, что браузер настроен так, что запретить всплывающие окна. Надо будет эту опцию выключить. Вот этот рупор, это доска объявлений, где вы можете, нажав кнопочку «Отправить», вы можете поместить свое объявление какое-то. Вот сейчас я чисто поместить какое-то свое объявление. Установить дату, до какого числа у вас это объявление будет находиться, будет в актуальном состоянии. Поставить галочки для кого, предположим, для родителей это будет объявление, и тогда его увидят только родители. Если всем, то можно всем. Если это только для учеников, значит только для учеников. И публикуем это объявление. Публикуем, и оно появится, вот оно появилось у меня на доске объявлений. Ну, соответственно, редактируем, я могу его либо удалить, если оно стало уже не актуально, вручную поставить галочку и удалить, либо оно удалится автоматически по истечении того срока, который уже продублирую вот это вот объявление. Чтобы не удаляли, оно уже здесь немножко убежало. Я его продублирую, я его сделаю немножко вот таким красивым. Не то я нажал. Ну, как бы вот так. Дим, сейчас я закончу. Вот как-то так. Значит, внутренняя электронная почта есть, и вы можете, наверное, используете ее. Да, вы можете создавать и пересылать всем участникам системы. Если в боевой версии, то сейчас я вот как раз перейду в боевую версию, чтобы показать, где вы можете найти меня, предположим. Так, вот сейчас вижу, что у меня одно письмо. Посмотрите, чтобы у вас не было непрочитанных писем. Значит, вот Александр Иванович прочитал какое-то письмо, там мы рассылали. Значит, если я говорю «добавить адресную книгу», и здесь вот если я выберу «Управление образования», Министерство образования, потом Минобразования Республики Коми, то среди администраторов системы вот есть моя фамилия, и здесь вы можете мне написать письмо. То есть вот сейчас я нажал кнопочку «Адресная книга», выбрал себя среди управления образования, Минобразования, администраторы, нажал на себя и выбрал себя. Ну, тема письма там что-то, и само письмо о чем. Суть письма. Суть письма. Можете отправлять через эту систему. Более того, если какие-то там пароли или что-то часто спрашивают, вот, потерялся, не можем зайти, потерялся пароль, то лучше отправлять заявочки через эту систему. Ну, с паролями, наверное, сложнее, потому что вы не зайдете просто в эту систему. Ну и кнопочка «Отправить». Вот я сейчас сам себе отправил письмо.
сам себе отправил письмо, я просто показал, где меня найти. В управлении образованием Министерства образования находится. Так, вернусь в тестовую. Итак, почта. Когда началась у нас пандемия в прошлом году, да, весной прошлого года, когда дети стали активно отправлять свои задания по электронной почте через ГИСЭО, у нас система повисла. У нас повисла система, потому что фотографии тетрадей, фотографии выполненных заданий заняли все рабочее место в информационной системе. Ну и там в течение 1-2 дней Центр информационных технологий, а там находятся сервера нашей системы, как бы расширял возможности, чтобы наладить систему. Сейчас, в принципе, потом выше рекомендаций не рекомендуется прикреплять, а прикреплять в виде ссылок на Google Диск, например, на Mail Диск, Яндекс Диск. То есть, кто пользуется почтой для обмена заданиями с учениками, то вот использовать лучше ссылочки на облачное хранилище какое-то. И еще одна кнопочка – это форум. Форум системы сетевой город образования. Наверное, мало кто его использует, но тем не менее по каким-то моментам можно его использовать. Форум неудобен тем, что он доступен всем. И все участники видят, вернее, если электронная почта, она доступна всем участникам, то есть любой учитель, любой школы может написать любому ученику, также ученик может написать любому учителю, зная, в какой школе он работает. Вот. А форум доступен только в рамках образовательной организации. То есть вот все участники в образовательной организации могут его видеть. Поэтому какие-то общие вопросы здесь, конечно, обсуждать можно. А уже какие-то частные вопросы, ну, лучше обсуждать на каких-то других ресурсах. В частности, сейчас вот мы уже начинаем тестировать информационную систему Сферум, и там будет возможность как раз для коммуникации учителей с детьми, учителей с родителями. Ну, сейчас вы в основном ВКонтакте где-то у вас группы, наверное, в WhatsApp, а вот при внедрении, при регистрации образовательной организации на платформе Сферум будет возможность в этой системе работать. Значит, презентация Сферум, скорее всего, пройдет у нас на площадке образовательного форума «Цифровая среда». Я вас приглашаю, всех участников, а у нас сегодня уже 61 человек, приглашаю на эту площадку зарегистрироваться, и, возможно, онлайн какие-то мероприятия вы посмотрите. Вот сейчас я перешел на площадку форума, сейчас я в чат скину ссылочку на сайт форума, и в рамках форума 28 числа будет работать дискуссионно-демонстрационная площадка «Цифровая школа. Опыт, перспективы». Как раз вот программа этой школы. Так, нет, это у меня сейчас другая программа открыта. Так, вот сейчас площадка форума, и здесь у нас по датам, и можно записаться на эту площадку, нажав на кнопочку «Принять участие». А желающие могут принять и очное участие, регистрируемся тогда. Здесь вот 28 сентября выбираем, и выбираем дискуссионную площадку «Цифровая школа», очно, либо онлайн, как вы захотите, можете регистрироваться на эту площадку. Это первое. Следующий еще моментик. Сейчас я посмотрю, какие вопросы были, и отвечу на ваши вопросы. У нас сейчас начинает работать Центр непрерывного повышения педагогического мастерства педагогов. В рамках этого центра организуются кафедры по каждому предмету, и предполагается индивидуальное сопровождение каждого педагога.
Для этого создан сайт. Сайт называется iom.criro.ru, индивидуальный образовательный маршрут. Сейчас ссылочку я тоже кину в чат. Вы можете зарегистрироваться на этом сайте. Сейчас я покажу этот сайт. Вот он такой. Значит, у нас уже многие учебные занятия заведены. И в частности в цифровизации образовательной организации, цифровизация образования, вот сегодняшний наш вебинар есть. И когда вы зарегистрируетесь и зайдете, у вас здесь будет кнопочка «Записаться». Вы запишетесь на этот вебинар. Сейчас я проверю, точно ли у меня включена запись. Ага, вот появилась кнопочка «Записаться». Вы ее нажимаете. И после этого в профиле «Мои маршруты» у вас будут высвечиваться все мероприятия, на которых вы участвовали, на которые вы записались. Не на все мероприятия можно будет, то есть как бы будет высвечиваться ваше портфолио или ваш индивидуальный маршрут, в том числе и повышение квалификации. В том числе и повышение квалификации. Не на все мероприятия будет самозапись, на какие-то мероприятия, которые будут вам рекомендованы, вас будут записывать тьюторы, вот как раз этого центра. Какие-то мероприятия на курсы повышения вам будет рекомендовано. То есть, но в любом случае будет как бы отображаться ваш индивидуальный маршрут тех мероприятий, в которых вы участвовали, и ваш профессиональный рост, повышение педагогического мастерства педагога. Поэтому можете сейчас уже вот отметить те мероприятия, в которых вы участвовали, возможно, не только в этом вебинаре, а в каких-то других мероприятиях. Так, коллеги, давайте посмотрим, что у нас есть. Да, рекомендации, наверное, для всех. Проверяющие учитывают количество проверочных и самостоятельных работ. Хорошо, спасибо, Людмила, спасибо за дополнение. Их должно быть не более 10% от количества часов вместе с контрольными работами. Наверное, это у вас как бы заложено уже в календарно-тематическом планировании, но тем не менее примите это пожелание. Люди уже прошли, наверное, проверку, и у них как бы это все было сказано. Согласен и со следующим, что там у нас много видов деятельности, к сожалению, и нет даже сортировки по алфавиту, например, что не очень удобно. Поэтому, вот как есть. Мы уже на эту тему общались с разработчиками, к сожалению, отсортировать даже нет возможности. Задания там появляются по мере частоты использования. То есть наиболее часто используемые, они как бы вверху. Все остальные идут по прокрутке. Людмила, вы можете задать вопрос, если у вас есть микрофон, я могу сейчас вас включить. Если я быстро вас найду. Так, Людмила Илинская. Если вы мне подскажете, примерно в списке вы где. Коллеги, если кто-то еще хочет, я могу подключить, если у вас есть веб-камера и микрофон, я могу вас подключить, и вы можете, так сказать, выступить вручную. Да, можно написать в Гиселу, если у вас как бы вопрос личный. Но и здесь в чате, в принципе, в личку тоже можно написать. Когда вы наведете на мою фамилию, справа появится окошечко «Написать личное сообщение». У вас, если на мою фамилию наведете, 3 таких кнопочки появятся: «Запретить писать в чат», но этого у вас, наверное, нет, а «Написать личное сообщение». Если безотметочное, да, скорее всего, да, виды деятельности надо. Единственное, вы не оцениваете. Если вы не оцениваете, коллеги, все это в соответствии с ВГОС. Значит, ВГОС у нас предполагает активный деятельностный подход. Поэтому не менее 3-4 видов деятельности у вас на уроке должно быть.
но не один ответ на уроке. Это точно. Ну, вас и заучи отругают, скорее всего, они уже это знают. Такого вот, что только ответ на уроке у вас одно задание такое, там, или там, письменная работа какая-то. Этого не должно быть. Коллеги, если есть еще вопросы, закладочки вопросов сейчас посмотрю. Коллеги, если вы, рекомендую вам все-таки записаться на семинар, который сейчас идет. Сейчас я открыл доступ к материалам. У вас вот в окошке, которое файлы, должны высветиться сейчас прикрепленные материалы. В частности, вот сейчас мои презентации в чате, если можно, напишите, появились, нет? В окне файлы должны появиться моя презентация и файлы дорожная карта для ДОО, дорожная карта для ООО и дорожная карта для ОДО. Это вот к обучающему семинару, который сейчас идет, дистанционному. Вы можете просто сейчас скачать эту дорожную карту, заполнить и отправить мне на почту. Почту сейчас в чате тоже напишу. Хотел уложиться в течение часа, но опять у нас не получилось. Значит, дорожную карту можно отправить мне на почту. Ну вот у вас сейчас предстоят выходные, суббота, воскресенье. Можно поработать на выходных. Понедельник, вторник я еще буду ждать ваших ответов. Либо на сайте. Значит, Елена, а вы лучше создайте свою учетную запись. Создайте свою, чтобы не зависеть от этой. Вдруг опять кто-то сменит пароль или вообще уволит учителя тестовича. А вы создайте под этой учетной записью, вы сейчас зашли, зайдите в сотрудники, нажмите кнопочку «Добавить» и добавьте себя. Поставьте там поставьте все роли: администратор, учитель, зауч. Хотя вам администратор в принципе и не нужна. Учитель, зауч. Зауч для того, чтобы составлять расписание, учебный план, корректировать, делать движение детей, потому что в задании у вас там будет добавить ребенка. Ребенок, напоминаю, добавляется через приказ. Значит, как создать свою учетную запись? Попросили. Заходим в сотрудники. Так, выключилась у меня демонстрация экрана. Секундочку, включу демонстрацию экрана. Так, заходим на тестовую базу, на тестовую школу номер 3. Сотрудники. И есть кнопочка «Добавить». Фамилия, имя, отчество, дата рождения, от фонаря можно поставить, пол. Имя пользователя у вас будет фамилия и первая буква имени. Пароль придумываете сами, подтверждаете пароль. Снимите галочку «Пользователь должен сменить пароль при первом входе», потому что вы для себя уже пароль придумали. Это вот когда я как администратор меняю вам пароль, я вам ее оставлю. Или ваш администратор, вы забыли пароль, просите поменять пароль. Он вам поменяет, поставить галочку, вы зайдете с ним первый раз и поменяете себе. Ставите роль зауч-учитель и работаете. Сохранить кнопочка. Вот. Еще, коллеги, попрошу вас еще, знаете, хотя бы хоть вас 60 человек, сейчас на вебинаре уже чуть меньше присутствует, попрошу вас еще сделать следующее. В личном кабинете, добавьте, пожалуйста, свой мобильный телефон и свой e-mail. Очень часто мы иногда ищем, участвовали в конкурсе или что-то нам оперативно надо. Пытаемся найти в ГИСЭО и не можем вас найти. А вы нам очень срочно нужны. Ну хотя бы e-mail. С телефоном, будем говорить так, телефон, как бы, может быть, вы побоитесь, но хотя бы e-mail, чтобы мы могли написать и найти вас быстро. Так, создаете здесь сотрудника, сохраняете, кнопочка «Выход», «Выйти», и вы уже входите под своей учетной записью. Не забудьте только, когда нажмете кнопку «Сохранить»,
Зайдите еще раз в свою учетную запись и посмотрите, потому что бывает, что если фамилия распространенная, система доставляет вот сюда цифры, как вот сейчас у Бабенко доставлена цифра автоматом. То есть проверьте ваше имя пользователя. Оно останется то, которое вы ввели, или изменится. Поэтому проверьте имя пользователя, ну а потом уже запомните его и заходите в систему. Выходим из учетной записи вот тестовой и заходим под своей учетной записью. Коллеги, спасибо за внимание. Так, один вопрос. Так, было два, один остался. Если вопросов нет, то мы заканчиваем на сегодня вебинар. Проходите, пробуйте все на тестовой базе, заполняйте дорожную карту, отправляйте мне, получайте зачет и сертификат. Значит, только имейте в виду, все задания в дорожной карте должны быть выполнены. Там есть приписочка. Для зачета необходимо выполнение всех заданий. Если будут возникать вопросы, пишите мне, можете в GSL, можете на тот адрес, который я вам указал. Коллеги, всего доброго, до свидания, до следующих встреч.